На их плечах важная миссия – защищать государственные границы. Профессия пограничника – это не просто работа, это призвание, требующее мужества, терпения и высокой степени ответственности. 20 ноября 1992 года приказом главнокомандующего Владислава Ардзинба были созданы пограничные войска Республики Абхазия. Сразу после освобождения Гагры, когда абхазские войска вышли на границу с Россией по реке Псу, возникла необходимость охраны западных рубежей. Верховный главнокомандующий с абхазскими бойцами этот вопрос не обсуждал. Это был приказ. 20 ноября 1992 года министр обороны Абхазии Владимир Аршба подписал указ о формировании пограничного отряда. Тогда на 120 солдат и 30 офицеров была возложена охрана пункта пропуска по реке Псу. С тех пор прошло 33 года. Нас вызвали Владиславу Григорьевичу Гудауту срочно. Вот. Мы поехали к нему. Он сказал, что он, в общем-то, не обсуждал с нами. Он сказал, ваше подразделение заступает на охрану государственной границы. Георгий Думава 27 лет прослужил в пограничных войсках Республики Абхазия. В военное время был комиссаром пограничных войск. Он же и принимал первый призыв срочной службы. Приняли мы, первый призыв военный в количестве до 140 с лишним человек. Начали их обучать. Можете себе представить, в тех условиях военных, когда были серьезные проблемы с местами дислокации подразделений, были серьезные проблемы с обеспечением амуниции, провизии. Каким-то чудесным образом мы решали эти вопросы, помогали, население помогало. После победы в Отечественной войне народа Абхазии перед пограничниками стояла еще одна задача – охрана восточных рубежей страны. Первый контрольно-пропускной пункт на реке Ингур появился уже в 1995-м. Время было непростое, вспоминает ветеран Георгий Думава. Множество нарушений, обстрелов и бесконечная борьба с грузинскими диверсионными группами. В послевоенное время погибли десятки военнослужащих. Большие потери мы понесли, потому что известное партизанское подразделение под командованием известного Дату Шенгеля осуществляли диверсионные проникновения на нашу территорию, засады. И вот во время передвижения по границе наших подразделений, ротации, смены, личного состава, они, предпринимали вот эти диверсионные акции, в процессе которых мы потеряли достойных офицеров и солдат, которые несли там службу. Службу по реке Ингур несли миротворческие силы, однако ситуация все же оставалась напряженной. После освобождения Кадорского ущелья обстановка улучшилась. Кроме того, сегодня мероприятие по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводится совместно с пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного соглашения. С 2008 года, с 2009 года совместное соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией позволило на основных сложных участках продолжить службу совместно с пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия. Данное обстоятельство, конечно же, достаточно серьезным образом повлияло на стабилизацию обстановки на абхазо-грузинском участке государственной границы. Соответственно, нам сегодня это дает возможность развиваться, совершенствоваться. Рустам Латипов начинал свою служебную деятельность как рядовой солдат. В ряды пограничных органов был призван в 2001 году, затем переведен в органы центрального аппарата СГБ, где на разных должностях прослужил около 19 лет до назначения командиром пограничных войск Абхазии. С чего начинается день пограничника? Что самое сложное в вашей службе, в вашей работе? Для командира в первую очередь это, приступив к своим обязанностям повседневно с раннего утра, это получение докладов со всех подразделений, расположенных на всем протяженности нашей государственной границы. Это самое главное, чтобы
на службе не было происшествий. В феврале 2024 года после принятия парламентом соответствующего законопроекта пограничный отряд Службы государственной безопасности был переименован в Пограничное управление СГБ Республики Абхазия. За последнее время пограничными органами были предотвращены десятки преступлений, заведены дела. Многие из них касаются незаконной миграции. Ежегодно мы можем уверенно говорить с учетом той стабилизации обстановки на абхазо-грузинской государственной границе, они становятся все меньше, что не может быть отрадным, поскольку попыток незаконного пересечения через государственную границу сокращается. Вот, и в целом это на оперативную обстановку в целом на приграничных районах влияет положительно. Вместе со старшими товарищами государственной границы защищает и молодое поколение пограничников. Игорь Габуния служит 6 лет. Примером стал его дедушка, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, в честь которого его назвали. Игорь с детства знал, что его призвание – защищать родину. Я всегда восхищался подвигами наших ветеранов, которые выиграли войну, подарили нам победу. И еще в школе к окончанию решил связать свою жизнь с военной жизнью, так скажем. Благо у меня все получилось. Я окончил школу в Гудауте, 4-ю школу. После окончания школы поступил в военный вуз в Москву, высшее военное командное училище. Вот, окончил его. После окончания энтузиазм не потерялся. Я решил устроиться в службу госбезопасности и попал после рассмотрения уже в пограничное управление. Времени на семью практически не остается. Дома они бывают редко, ведь их профессия – родину защищать, а у этой работы не бывает выходных. Мы все были оторваны от семьи, я вам откровенно скажу. Нас буквально не хватало дома, дети у нас еще были маленькие, еще детвора, еще. Ну, бывало, по несколько месяцев у нас не было дома. Обычно я бываю дома на выходных, и то не всегда, потому что разные служебные обстоятельства бывают, при которых я обязан находиться на службе. Гугуца Вардания, Давид Хашик, Фатима Герги, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.